Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня я привезла вас в клубничный рай. Есть у нас фермерское хозяйство хорошее. Выращивают клубнику. Вот мы решили сюда приехать собирать клубники. Вот какая красота. Вот они у них. Вот, посмотрите, мои хорошие, какая красота. Такой аромат. Посмотрите, такие крупные все. Вот такое большое пространство. Вон там Вова с Юлией собирают. Мы ведер много привезли. В этом году у нас проблема с бензином. Поэтому думали, решили приехать сюда собирать клубнику. Посмотрите, мои хорошие. И какая красота! Очень вкусная клубника. Угощайтесь, мои дорогие. Посмотрите, они какие крупные. Есть разные поля. Есть килограмм по 300 рублей. А это мы по 350 собираем. Нам здесь понравилось. Поэтому пришли сюда. Посмотрите, девочки. Посмотрите, мои хорошие. Ой, работать, что ли, сюда устроиться? Я, конечно, очень люблю ягоды собирать. Хотя здоровьем не то, но очень люблю ягоды собирать и забываю, что я болею. Посмотрите, мои хорошие. Сколько труда надо. Здесь могут работать только очень-очень трудолюбивые люди. Удачи им. Вот. Вкусняшки. Детей я не взяла. Приехали Юлия, Вова и я. Дети остались дома. Вот я уже ведро собрала. Ведро большое у меня. Вот какое ведро я собрала. Сказали, сорт Азия, я сейчас спросила. Но сниматься стесняются. Вот бассейн, у них накопительное что-то тут. А, вот у них есть свой колодец. Колодец. Отсюда, наверное, выкачивают, да, воду. Люди приходят, собирают. Вот здесь взвешиваем свои тары. Потом при выходе взвешивают и расплачиваемся. Я хочу купить рассаду, если будет. Хочу посадить себе тоже на участке. У меня уже там не растут, вы видели. У меня в плачевном состоянии они. Поэтому я решила купить рассаду. Вот какая красота. Столько ягод. Вот столько мы ягод собирали. Все наше. Ну вот, мои хорошие, я уже дома. Поела, немножко отдохнула. Теперь займусь ягодами. Вот какие они хорошие. Я ягоды помыла.
Они и так чистенькие. Все равно я их сполоснула. Там постелена солома, поэтому ягоды все чистые. Мне понравилось. Они давно работают, но я почему-то только в этом году решила съездить. Наверное, подтолкнуло меня то, что у нас нет бензина. Деньги есть, а бензина нет. Вот так. Живем в Башкирии, где у нас нефть и все такое. Очень, конечно, это плохо. Я вожу внучат на лыжную базу на тренировку. И сама тоже то по магазинам, то в больницу. Завтра идем получать аттестат. Кирюша уже 11 класс закончил. Владик у нас 9 класс закончил. Он все экзамены сдал на 4. Молодец он, старался. А у Кирюши, конечно, оценки лучше. У него, по-моему, 1 4 только будет. У нас по информатике еще неизвестно у Кирилла. А Владик информатику, физику, математику, русский все сдал на 4. Он обрадовал меня. Ну и Кирилл тоже обрадовал. У него 64 балла по русскому, 82 балла по математике, а информатике он говорит мне не меньше 90. Ну, не знаем, посмотрим. Может, у нас информатик. Собираемся мы в Казань, если поступим. Дай Бог поступит. Конечно, мне тяжело будет его отпускать. Но что ж делаешь? Буду переживать, голодный ли он, не проспал ли он, не болеет ли он. Вот так. Когда рядом дети, наоборот, хорошо и душа спокойна. А как дети уже уезжают куда-то, уже переживаешь. А Владислав у нас идет 10 класс. Он не хочет меня оставить одну. Вот, потому что я болею. 23-го меня должны были оперировать. Меня вернули. Мне прописали лекарства. Еще 1 месяц пропить. Вот решила, поэтому я за ягодами съездить, собирать. Все, завтра идем на выпускной. Наверное, разревусь. Грустный праздник, как говорится. Как быстро выросли мои дети. Недавно были маленькие, младший даже под столом бегал. Вот так смотрел. Вообще маленький был он. А сейчас выше меня. У вас тоже, наверное, дети, выпускники, внуки, внучки, выпускники. Желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы дети поступили куда хотят, удачно, чтобы отучились. И чтобы у них, у всех было хорошо. Что нам еще надо? Мирного неба нам надо. И чтобы все жили дружно. И дети не огорчали. Чтобы сами были тоже здоровы. Чтоб как смогли, так помогли детям. Мне тоже говорят, у тебя 4 детей, когда у тебя дочка уезжает на вахту.
две внучки и 2 внука. Тяжело, наверное. Я не знаю. Мне 66 лет, мне не тяжело, серьезно говорю. Я встаю утром, накормлю их, они идут в школу, потом убираюсь, стираю, обед, ужин готовлю. Что у меня 2 детей, что у меня 4 детей. Одинаково надо готовить, одинаково надо стирать, одинаково надо убираться. Самое главное, чтобы они учились хорошо, чтобы поведение было у них примерное, чтобы нас не огорчали, а остальное ерунда. Они мне помогают. Захочу я полежать, полежу. Они не шумят. Они, если кто-то придет, уже встречают с порога и няня спит. Помогают девочки по дому, мальчики на улице. Живем дружно, мальчики с девочками хорошо ладят. Меня это очень радует. Бывает, некоторые дети не дружат. И это тоже плохо. Слава Богу, что все нормально. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия, мирного неба над головой. Чтобы все были рады. Лето, конечно, как сказать, когда у меня спрашивают, как у тебя здоровье? Я говорю, как лето. Как лето в этом году. Смеются. У нас то засуха, то дождей льют, не знаю. А теперь уж и бензина нет. Вот так. В этом году с погодами не так. В огороде толком ничего не растет. Вишни пропали. 8 спилили. Слив тоже нету, яблок тоже нету в этом году. Есть, конечно, смородина, клубниками тоже у меня беда. Ну ладно, самое главное, все живы-здоровы. И чтобы жить хорошо. Всем пока-пока. До следующих встреч.